В частных беседах с людьми мы выявляем, находим, что многие люди практически в Бога не верят. И если кто-то и считает, что они верят, то верят в мифических идолов. К примеру, в России сейчас новомодно вера в какого-то там идола Одина, Модина, какого-то Ходина, Холдина, всяких вымышленных таких еврейских божков, которые были еще прежде, когда они бытность их в жизни на Востоке, и сопредельных с нынешней Палестиной народах, как Сирии, Аравии и Йемена, Польши, восточных стран, скандинавских стран. И эти перенесенные верования всяких этих божеств, Одинов, Годинов, Модинов, сейчас сильно прививаются в русском народе. Когда им говоришь о Боге едином, они все как бы в один голос заявляют, что Он еврейский Бог. Бог Всевышний, как бы еврейский Бог. Таким образом, они создают многобожие, то есть идолопоклонство. Это специально прививается еврейскими пастырями в русском народе. И также, конечно, в европейских народах тоже происходит. Такое же явление и в кавказских народах. В данном случае, в частности, и в чеченском народе то же самое происходит. Хотя пока еще официально не отрицается единобожие, то есть не отрицается Аллах. А подменяется всякими там героями, типа как Кадыров, Ахмед, его сын Рамошка Кадыров. Потихоньку прививается к отношению к ним как к божествам. И что характерно, люди считают, что каждый из них первый раз на этой земле. Думают, что никогда прежде никто из них и не был. Хотя, конечно, есть такие верования, что некогда кто-то был и растением, кто-то был и животным, кто-то был в других странах. Это как игры, только как игры принимаются. На самом деле, от сотворения Адама, от поселения Адама на земле, все люди присутствовали на земле. То есть каждый рождался, уходил, и не один раз. Каждый человек на этой земле не первый раз, и не один раз он бывал на этой земле. И те, которые будут покорны Богу, кто последует путями Бога Всевышнего, имеет шанс еще пребывать некоторое время после очищения земли. Пребывать на этой земле. Но он же как награду с благими устройствами. Через многих посланников были такие утверждения, что в конце времен, в наши времена, многие придут на землю еще для продолжения некоторых дел. По сути, каждый человек имеет свою характерную для него дорогу, путь жизни. Если, к примеру, скажем, сделать такую вещь для пользования в быту, как сковородку, значит, его практически всегда и применяют по назначению. Или кастрюлю, то же самое. Или топор, тоже, значит, имеет свое применение. Хотя, конечно, бывает несколько отклонений, как орудие убийства, орудие войны, можно применяется иногда, но имеет применение для пользования в хозяйстве, в быту, для нужд в хозяйстве. Так и с людьми.
это не потому, что Бог именно так каждому предначертал или предписал. Бог только знает, что будет делать душа, которую Он сотворил. Он знает их изъяны, их пороки, недостатки. Поэтому Он знает их поведение. Заведомо может предсказать это дело. А человек, когда приходит вторично, третий раз, четвертый раз, и каждый раз, когда он приходит на землю, не ведает, чем он занимался в прежней жизни и кем он был. Если бы он ведал, может, он и постарался бы несколько по-иному отнестись к жизни и по-иному жить, чтобы не получить то, что должен получить к концу времен, когда будет суд и воскресение и суд. В данном случае каждый человек через искушения земные определяется для будущего. То есть большая часть, конечно, для гиены. Вот таким образом приходят люди на эту землю. Бог ведь сказал, если кто-то будет неправеден, но к концу дней своих будет жить праведно и удовлетворит его, то он простит все грехи, которые имел этот человек до последнего времени, пока он не стал праведным. И если человек жил праведной жизнью, но к концу дней своих стал неправедно жить, то он спишет все его благие дела, и будет он неправедником перед ним, будет в грехах перед ним. Но было бы несправедливо, и Бог это не допускает, если бы все это происходило только в одной жизни. Одной жизни недостаточно, это очень малое время, поэтому человек множество раз приходит на эту землю. Пока, конечно, не будет очищена эта земля и не будет он предоставлен для рабов Бога. Когда это произойдет, очищение, тогда будет запрет на поселение на этой земле, то есть на рождение неблагих людей, зловредных людей. Теперь нам хочется объяснить некоторые вещи касательно главных героев нашей жизни, нашего времени. Очень яркая личность жизни нашей, сегодняшней жизни, является Иаков, Израиль. Также Иуда, сын его, и внук Иакова, Израиля, Фарес, Зара, в основном Фарес. Зара не столько выразительно ярок, как это Фарес. Когда Иаков и Исав были еще в утробе матери, то сказано, что они боролись. Иаков боролся с братом своим за первенство. Еще в утробе он начал борьбу с братом своим за первенство, за лидерство. И когда они рождались, то повитуха принимала детей, рождение детей, то обратили внимание, что Иаков выходил из утробы, держа за пяту, за ногу, за пяту, за пятку своего брата Исава. За это был прозван Иаковом, то есть пята, пятка. Иаков переводится как пятка. Вот отсюда он и получил свое имя уже. Теперь вещи, которые происходят в мире, и имена, и слова, они имеют далеко идущие цели. Если человек внимателен, если он проследит историю одну и разыскивает другую последовательную его цепочку, то он может собрать очень интересную историю.
Вот что касается Иакова, мы знаем из Библии, можем прочитать, если кто не знает. Мы в своей книге это довольно очень емко изложили, привели, процитировали Библию. Иаков добился от брата своего и от отца признания старшинства. То есть обманным путем он получил это, обманул. А обман всегда от сатаны. Это уже заведомо. И жизнь Иакова это как бы от сатаны. И борьба его с братом за лидерство, за первенство, и обман его брата и отца за лидерство, за первенство. И вот таким образом Бог и прозвал его после борьбы с ангелом Израилем, то есть порицаемый Богом. То есть он получил то же имя, что и сатана. Потому Иисус Христос, когда он пришел в Иудею и сказал евреям, иудеям, вы, отец ваш дьявол. Отец ваш дьявол. Это не были голословные выражения, высказывания. А они имели юридическую почву под собой. Это юридическое высказывание. Поскольку Иаков, Израиль, получил имя дьявола, сатаны. Израиль. Вот таким образом Иаков получил свое имя и обозначает это имя в одном случае пятку, в втором случае перепелку, в третьем случае орел, в четвертом акаба квадрат, куб. И все эти символы используются в нынешнем мире евреями, масонами. Они именно этим и занимаются. Им больше делать нечего, в принципе, кроме как пожирать людей, грабить людей и заниматься этими масонскими делами, колдовскими делами. Когда мы говорили, что Христос придет убивать свиней и ломать кресты, то мы не объяснили, почему кресты ломать. Ну хорошо, там, если свиней, там, диких убивать или домашних свиней, ну свиней, да, понятно. Хотя это не такое прямое выражение, а иносказательное. Это люди, свиньи, превратившиеся свиней, ведущий образ жизни свиней. Не почитая друг друга, не почитая ни Бога, не имея ни стыда, ни совести, живут в грязи, в дерьме, развратом, там, этим, всякими пошлостями. Это понятно. А кресты? Вот кресты как раз о происхождении крестов нынешних, которые имеют форму православного, там, тевтонского, там, или европейского, разные вот эти образы крестов у масонов. Мы в картинках это все здесь изложим, покажем. Этот крест, в частности и свастика, немецкая свастика, она давно использовалась, еще до Третьего Рейха, использовалась евреями в своих ритуалах. Это интернеты, разных других символических образах. Этот крест можно встретить. Такой крест можно встретить. В частности, Блаватская имела печать в фигуре, которой были змея, и где между головой и хвостом, как помнится, был крест изображен. Внутри там кольца змеи, значит, там еврейский шестигранник, сионистский шестигранник. Ну и там еще внутри тоже изображение. Вот квадрат, если вы ребра, по два ребра угла отрежете, разделите, из них можно сделать свастику. То, что использовался фашистами Третьего Рейха. Мы здесь в рисунке постараемся это показать. Вот. Таким образом, этот квадрат превращается в свастику, то есть превращается в крест. И эти символы как раз-то евреи несли в христианскую религию.
Ну, естественно, конечно, начнут возражать, что, мол, Христос сказал, несите свой крест. Отсюда и крест. И Христа распяли на кресте. Отсюда то же самое это. Да, Христа распяли на Т-образном. Т-образном. Не таком кресте, как ныне показывают, а на Т-образном. Римляне распинали на Т-образных перекладинах, где распинали руки и на основном стволе ноги, складывая их друг на друга. Ноги. И таким образом этот крест был внесен. Вместо Т-образной перекладины изображение креста сделали. А Христос сказал следующее. Несите свой крест. Несите свой крест. То есть, то, что вам дано Богом, будьте смиренны перед Богом, будьте покорны Богу. Если Он вам дал бедность, так сумейте бедно прожить. Вы же не умираете от этой бедности. Наоборот, вы должны быть счастливы, что потом вы будете более благоустроены. И к тому главное в жизни, что на вас не будут указывать пальцем, что вот вы воры, грабители, бандиты, которые захватили чужое, украли чужое, отняли чужое и разбогатели. Бедный имеет достаток для своей жизни, для существования. Но, естественно, не роскошь он имеет. А бедный же, он, отнимая, эксплуатируя чужой труд, обогащается. Но он же не праведник. На него все показывают пальцы, его все проклинают. Его каждый готов растерзать, убить. Но для того он и нанимает охрану себе, живет в страхе постоянно. Даже ему мерещится из туалета, из сортира, из унитаза убийца. В таком страхе живет. А бедный человек, он свободен, раскован в своей жизни. Он живет своим трудом, честно. Вот этот «несите свой крест» было сказано прямо в этом смысле. Несите свою долю, не перекладывайте на родственника, на брата, отца, мать, там, сестру. Не жалуйтесь, не угнетайте их души своими жалобами, своими стонами. Несите свой крест, достойно несите, будьте смиренны перед Богом. Вот в этом плане и было сказано, несите свой крест, а не нательный крест, или там не церковный крест, который на куполе. Их после внесли как раз-то евреи, назвал их крестами. Крест это от слова перекрещение, перекладины, такое выражение, значит. Мусульмане, естественно, считают, что крест это чисто христианское. Она, конечно, не христианская, это чисто иудейское. И более, скажем, масонское, дьявольское крест. Поскольку Иаков был прозван Израилем, то есть именем сатаны. Мусульмане считают, что этот крест чисто христианский, и что в них такого нету. Это неправда. Вот, скажем, Кунт-Хаджи, которого позвали Кунт-Хаджой, Кунту – это я был, уже был на земле. Слово Кунту – я был, я уже был на земле. Киши – человек. Его Кунту-Хаджи называют еще Киши-Ва, сын Адама, сын человека. Также прозвали Христа и других пророков, которых посылал Бог на землю, называли сыном человека, сынами человека. Бар-Наша. И Кунту тоже получил имя от Бога, я был уже на земле, до еще был. И придя в Чечню, на Кавказ, он как бы инкогнито жил. Не говоря, что я Христос, который был уже прежде, а просто в имени его было сказано Кунту, я уже был. И последователям своим Кунт-Хаджи Иса сказал, каждый несите свой крест, то есть свой азаб.
Азаб это тот же самый крест, доля, определенная Богом Всевышним, доля, определенная Богом для каждого человека, участь, судьба человека, рок, кадр, то есть определение, кадр. Отсюда и вирд кадарицев. И этот азаб, этот крест носится на головном уборе, на феске, типа как султана, который свисает с фески. Это и есть азаб, это и есть крест. Этим было показано при пришествии в Чечню того же Христа, Кунт-Хаджи, что и в этих последователях Кунт-Хаджи, кадарицах, и в тех христианах, которые получили свое вероисповедание от Христа, единое, как и было сказано в Евангелии. Если кто не читал Евангелие, это можно прочитать, это не трудно, недолго. Ведь в Евангелии сказал Христос: есть у меня овцы еще не с сего двора, есть у меня овцы не с сего двора, и им надлежит меня услышать, им надлежит меня увидеть. Будет единое стадо, и будет единый пастырь. Будет единое стадо, единый пастырь. Вот видите, еще заведомо Богом определено единство всех людей, разделенных ныне для искушения, для того, чтобы отобрать ту квоту, которая дана аду, сатане, чтобы их отобрать. Естественно, Бог мог бы сразу определить и сам сделать все за всех. Но это было бы несправедливо со стороны Бога, и Бог никогда не проявляет эту несправедливость. Он это предоставил самим людям определиться, в какую сторону они хотят перейти. Или в ад, или в рай. Но для того, чтобы попасть в рай, надо отдать этой жизни. Трудиться в этой жизни на пути Бога Всевышнего. Ведь каждый, кто хочет получить какую-то зарплату, должен физически отдать себя, вложить свой труд, нести свою лепту во что-то. Так и для служителей рая надо тоже отдать этой жизни. То есть надо вложить себя. И чем больше благ ты хочешь, тем больше должен человек вложить себя. А ад, наоборот, отдает этой жизни предоплатой. Кто хочет попасть в рай, ад, вернее, тот может получить в этой жизни. И чем тяжко будет доля в аду, тем больше благ он получает на этой земле. Тем больше богатств он получает на этой земле. То есть человек может убивать, там, насиловать, что угодно, и тем, конечно, получает он больше наказаний в аду. Тем тяжкую работу он получит в будущем аду. Вот таким образом Бог распределил и по своей справедливости предоставил возможность каждому определить себя, определить свое место. И Кунту тоже вот это самое старался проявить своим последователям. И Христос то же самое старался проявить своим последователям. И по воле Бога тогда Христос и сказал, что есть у меня овцы не с всего двора, и им надлежит меня увидеть, и они услышат меня. Будет единое стадо, и будет единый пастырь. Все знают, что именно Христос должен прийти к концу времен, чтобы очистить эту землю. Но не все принимают то, что Он есть сила объединяющая. Он был во всех конфессиях, и в буддизме был, и в конфуцианстве он был, и в христианстве он был, и в мусульманской религии. То есть он единственный, который охватывает все эти конфессии как сила объединяющая. Никто не может сказать, что он у нас не был, он нам чужд. В Чечне особенно стараются отнекиваться от Христа, прописывая, что он именно Бог
тем более он не Бог. Называю его Богом христиан, русских, Богом русских. Христос был посланник, а не Бог. Это евреи такое сделали. Евреи сделали его такой такую мерзость ему. Это как бы в отместку. А народы это приняли, поскольку евреи везде всегда возглавляют и религии, и власть тоже. Эту мерзость, пакость евреи дали народам. А сам Христос никогда не называл себя ни Богом, ни равным ему, а называл сыном. Сыном не в прямом смысле рожденным Богом сыном. Иначе он не говорил каждому из последователей своих и слушателям, не говорите, что у вас есть некто Отец на земле, у вас Отец Бог, Творец ваш, это есть ваш Отец, ваш Творец. Он вас сотворил, Он вас делал, Он ваш Отец. А тот, кто на земле считается отцом, он получил свои удовольствия с общением с женщиной, и от этого Бог сотворил детей по воле своей. Потому он есть Отец. И в этом плане всегда говорил, что Отец мой. Это большая любовь и почитание Творца своего. Но ни в коем случае по плоти сын или по плоти отец. Нет. Достаточно Богу сказать, будь, и бывает то, что Он желает. Потому и кунту, кун это будь, сказал, а кунту я был. Кун будь, а кунту я был уже. Или была, тоже в женском роде тоже можно отнести это. Вот таким образом Христос определил будущая общность и христиан, и мусульман. И иудеев, конечно, которые жили праведной жизнью. Не все евреи есть мерзавцы. Бог определил 144 тысячи из колена Израиля, Иакова, как праведников, по 12 тысяч из каждого колена. И всего лишь 144 тысячи. А в мире евреев более 1,5 миллиарда. Конечно, евреи всегда любят прибедняться, что, мол, их всего 50 миллионов, там 60 миллионов, или 3 миллиона, в зависимости, где как любят врать. А евреев по всему миру 1,5 миллиарда. Как раз то число, которое должно быть уничтожено к концу времен. Конечно, евреи хотят оставить свой миллиард на земле, а других уничтожить. Но Бог обещал другое, уничтожить вот эти четверть населения, 1,5 миллиарда, а остальных оставит. Вот таким образом мы объяснили вот, по Иакову, Израилю. Вот таким он получил свое старшинство, благословение обманом, потому он и стал помощником сатане. И род его тоже стал помощником сатане. Теперь, где и когда Иаков еще появлялся на земле? Я скажу только то, что пока получил от своего Бога, то, что мне открыл Бог. Всю человеческую историю невозможно охватить, невозможно описать. Это настолько обширная история, если даже кто-то захочет просто в своем роде выяснить для себя, изложить на бумаге 9, 20, 15, там, 12 колен своих предшественников, то у него этого листа не хватит. А уж тем более описать все людское население Земли, те, которые были, есть и будут, их трудно описать нам, людям. Бог все это знает, у Бога все это записано. Вот таким образом мы знаем, что люди не первый раз на этой земле и не последний раз.
У Тевсиева есть одно преимущество, на мой взгляд. Это преимущество даже ставит его выше, чем Кадырова Хожа Ахмеда. Кадыров Хожа, он болтун большой, но не знаток. Он любит болтать направо-налево без всякого выбора. А Тевсиев имеет некоторый разум, но использует этот разум на служение сатане, Кадырова. Он трусливый человек, боится. И сразу же, как вы знаете, побежал Кадыров на службу. Хотя он тоже был муфтием. Мог бы немного оспаривать свое положение, бороться. Но он любит богатство, он любит свободу. Поэтому он побежал к тому, кто силен сегодня на служении. Служить Путину, Кадырову. Вот он единственно озвучил, что люди, которые умирают, не попадают сразу в рай. Хотя об этом в Коране написано, и 1400 лет каждый читает вот это. Аят, в котором Бог сказал, что когда придет время, разверзнется земля, вытрусит все содержимое в себе, и на кости это нарастится плоть, там воскреснут и будут призваны на суд Божий. Это и есть в Коране, это сказано, достаточно понятно, выражено. Но никто не желает обратить на это внимание. И считает, что каждый, кто умер, уже либо в аду, либо в раю. Нет, они ни в аду, ни в раю. До этого еще далеко. Прежде чем попасть в ад или в рай, надо еще пройти суд, воскресение и суд, большой суд, Божий суд. А этого еще не было. Это будет в конце времен, когда настанет время, определенное Богом. Вот в этом плане Тевсиев сделал нормальное открытие для тех, которые должны были бы это знать. За это я немного его уважаю, но он все-таки продажный человек. Он любит служить тому, кто силен, а не Богу Всевышнему. Вот те, которые, значит, умирают, они не попадают ни в ад, ни в рай. Они еще пребывают около земной сферы, то есть барзах называется, это место временного пребывания. Я сегодня здесь не хочу рассказывать людям о пребывании душ человеческих вне плоти, поскольку у нас достаточно мерзко относятся к этим явлениям и применяют это к неблагоугодному Богу делах, как колдовство, как всякие там знахарства, прочие заговоры, взывание к душам, обращение к душам и прочие мерзости, которые Бог не дозволяет, которые Бог не любит. Если я начну рассказывать, посвящать людей эти вещи, где души пребывают, то, может быть, даже и людям и не совсем будет спокойно жить. Лучше эти вещи не трогать. Люди не созрели для того, чтобы принимать такие вещи и тем более думать о таких вещах. Вот они, главным образом, что факт приходит опять к людям, то есть возвращается через утробу женщин на эту землю, рождаются, когда приходит время их, определенным Богом. А до этого они там в некоторых других субстанциях пребывают. И также и Иаков был в Чечне, то есть в Дагестане, на Северном Кавказе, и в том числе большей частью он был в Чечне. Это был имам Шамиль. Тот же самый Израиль, Иаков, был здесь на Кавказе. И в то же время, когда был Шамиль, 30-е годы, в 1830 году родился тот самый Иисус Христос, Кунту. Для того, чтобы опять столкнуться с этим
Шамилем, то есть Иаковом, с Израилем. Эта история тоже доступная история. У нас будет не так много времени, чтобы изложить на это одном формате диска, поэтому мы так вот в коротких рассказах это все и оставим. Не будем долго внедряться, там, детализировать эти вещи. Вот таким образом имам Шамиль был уже здесь, на Кавказе, в Дагестане и большей части в Чечне, как имам Шамиль. Тот самый Иаков, Израиль уже был. А потом опять он был уже в роли Басаева Шамиля. Если кто обращал внимание на портретное сходство Басаева и имама Шамиля, Шамиль, есть у него портрет молодости немного, и этот портрет очень имеет сходство с нынешним портретом Басаева Шамиля. Это одно лицо было. Израиль, имам Шамиль и Басаев Шамиль. Затем у Израиля было 12 сыновей и одна дочка. Самые такие выразительные лица из его семейства это Иуда, Дан, Бенамин, Иосиф, Леви там и другие, Исахар. Они не столь ярко выражены в нашей жизни, как вот Иуда, Дан, Иосиф, Беньямин. Вот что касается Иуды. Иуда был тоже парень своенравный такой, властолюбивый, гордый такой, но трусливый. Иуда был трусливый, но властолюбивый, гордый. Он отошел от своей семьи, от дома Иакова, Израиля, и обосновался отдельно. Женился, имел 3 сыновей, Ира, Анана и Шали. Ир, Анан и Шали. 3 сыновей у него было. Вот он женил своего старшего сына Ира на Фомарь. Но недолго Ир жил, он умер, скончался. Об этом сказано в Библии, можете каждый прочитать эту историю. Он скончался, а по традиции, значит, свекровь должен был отдать сноху, которая овдовела, за другого сына. С тем, чтобы дети, рожденные в этом браке, втором браке, были потомством, наследниками первого, умершего брата, сына. Таким образом, Иуда отдал Фомарь за Ира, то есть за Анана, жену Ира за Анана отдал. Но Анан не хотел, чтобы от него были дети у Ира, сына брата его, своего. Отсюда и анонизм, слово анонизм. Анонизм, отсюда идет. То есть он не давал семя жене своего брата, уже своей жене, чтобы было потомство, наследники у старшего брата. И он тоже умер. Остался Фомарь уже 2 вдовой. После этого Иуда решил, что снохе лучше жить дома у родителей своих, пока не подрастет 3-й сын Шейла. С этим он и отослал свою сноху к родителям. Сказал, вот пока подрастет Шейла, побудь дома у родителей. Однако Иуда не торопился вернуть сноху за 3-го сына своего. А сноха, видимо, переживала за это и была несколько недовольна на свою свекрови. И когда
Иуда с Адамитянином, другом своим, шел стричь овец своих, снохи Фамаре донесли, что его свекровь идет на стрижку своего стада овец. И тогда она решила воспользоваться случаем, оделась как блудница, закрыла свое лицо и села у дороги, где должен был пройти Иуда. Слух, молва, она опережает всегда людей и события, поэтому она и получила раньше молву, слух о том, что он идет, и сумела подготовиться. А жена у Иуды к тому времени уже года 2-3 вот, была покойна, умерла. Вот тогда было принято, я вот такие явления слышал еще на Кавказе, в частности, в Дагестане. Если кто-то остался вдовой, то может забеременеть от мужчин села, закрыв лицо вот таким образом, и село как бы признает этого чада своим общим чадом, рожденным в таком браке, таким способом. И вот Иуда договорился с этой Фамарь, не знаю, что она, Фамарь, конечно, ну, на любовь, короткую любовь. Спросил, что ты потребуешь, чтобы побыть с тобой? Ну, то что ты дашь? Он козленка дам. Ну, хорошо, козленка, договорились. Перед тем, что пока пришлешь с козленка, залог. Трость, перстень, пояс. Трость, перстень, пояс. Вот если вы заинтересуетесь масонскими делами, вот этими символами, то вы найдете, что трость – это скипетр, изображение царствующих вот таких особ. Печать – это символ власти, печать. Пояс – это законодательство. Вот эти три вещи попросила Фамарь залог, пока не пришлет он козленка обещанного. Ну, Иуда, конечно, согласился и отдал вот эти три предмета. После того, как он побыл с ней, естественно, ушел к стаду своему и взял оттуда козленка, послал Адамлетянина, друга своего, чтобы вернуть свои вещи взамен козленку, отдать козленка. Но друг его не нашел этой женщины, и когда спросил, все сказали, такой женщины здесь в селе нету. И с тем он вернулся, не отдал козленка, не нашел эту женщину. Но, тем не менее, эта женщина была, этот у них союз случился, Иуды с Фамарь, свекрови со снохой. Вот. И прошло некоторое время, положенное, месяца 3, и до Иуды дошла молва, что, мол, сноха его беременна. Тогда Иуда в гневе дал приказ схватить ее и сжечь. Сжечь, конечно, кроме Бога никто не имеет права. Это суд Бога, наказание гиеной. А Иуда в гневе дал такой приказ схватить ее и сжечь. Ну, пошли люди, схватили ее, а люди всегда рады. Мы и в Чечне видели, и в личной жизни видим. Достаточно кому-то сказать «ату», и они и Бога схватят, и Бога казнят. Есть такие любители мерзавцев у нас, в нашей среде. Вот такие люди пошли к Фамарь. Схватили ее и заявили, что они должны казнить за ее блуд. А та сказала, я беременна от того, кому принадлежат вот эти вещи, чьи эти вещи. Ну, побежали, сказали Иуде. Она заявляет, что она беременна от того, чьи вот этот трость, печать, перстень и пояс. Тогда Иуда сказал, оставьте ее, она правее меня, она правее меня. Аймани, она Аймани. Понимаете смысл этих слов?
она правее меня, она аймани. Вот таким образом определилась аймани, правая, которая правее Иуды. От этого союза родились двое мальчиков. Зара и Фарес. Зара и Фарес. Как мы сказали, нам важна персона Фареса, поскольку он в основном фигурирует в нашей жизни. А тут Зара так сбоку припеку. И Фарес пребывал еще после этого жизни, и мы об этом расскажем. А Иуда, значит, имел этого третьего сына Шали. Шали он на эту Фомарь, конечно, не женил. И сам с этой Фомарь якобы, по слову Бога, не жил. После того, как они родились, это, конечно, Фарес и Зара стали сыновьями Иуды, поскольку они по плоти есть сыновья от Снафи. Так что у него уже было 5 сыновей. Ир, Анан, Шали, Фарес, Зара и Фарес. Вот 5 сыновей было у Иуды. Но для нас вот эти 3 имени важны будут. Теперь дальше уже. Шали, Зара и Фарес. А из этих 3 мы выберем 2. Шали и Фарес. Где еще появился Иуда? Иуда еще раз появился, когда Иисус Христос пришел в Иудею. Вот тогда появился Иуда Искариот, Иуда Ичкерии. Иуда Ичкерии. Поскольку Искариот, Ичкерия – это одно смысловое выражение. Как внутренняя территория, работник внутренней территории. В некоторых языках отсутствует «ч», то есть в греческом этой буквы нету, в латинском этой буквы нету. Вот поэтому переходит «с». Также перешло и сатана, поскольку «ш» нету в греческом языке, и в латинском языке стал сатана, и краткого тоже нет. Вот таким образом и шайтан стал сатаной, обжигающий. Вот. Также и Шели тоже превращается, где-то Сали, поскольку Ше нету, Салы. Здесь в Чечне были Салы, не будем забегать вперед. Так вот, Иуда был уже, когда пришел Иудею Христос. Он был Иуда Искариот, Иуда Ичкариот, то есть Иуда Ичкерии. Он стал предателем. Об этом знал Христос от Бога своего, поскольку это вещи уже далеко определенные для жизни земли. И Христос ему в частной беседе 1 на 1 сказал: ты будешь прославлен как звезда, вознесен как звезда на небесах. Будешь ярким как звезда через свои предательства. То есть будешь известен, и те, которые имеют род от сатаны, они вознесут тебя. Вознесут над небесами, над землей. А история предательства тоже уже история знакомая, не надо ее повторять, я думаю, опустим это. На стыке 2 тысячелетий чеченский народ очередной раз ввергли в пучину войны. А в этот миг народу как никогда нужен лидер, способный доказать, что он не обречен, что есть надежда на спасение. Среди великого множества политических и околополитических чеченских деятелей разного калибра на тот момент не нашлось ни одного, кто бы принес себя в жертву во имя
народа. Когда наши шансы на спасение были ничтожно малы, неожиданно на политическом небосклоне Чеченской Республики и России зажглась звезда Ахмада Хаджи Кадырова. Он не стал делать громких заявлений, хотя с самого начала демонстрировал удивительную решительность и бесстрашие. С первых же его шагов мы поняли, что этот человек поставил на карту свою жизнь и жизнь родных и близких. И у него на это была сильная мотивация спасти нацию. Вот таким образом, будучи учеником Иисуса Христа, Иисус ему предсказал далекое будущее, когда его прославят, когда будет он вознесен, как звезда. Затем, когда разрушили храм в Иерусалиме, храм Соломона, когда второй раз его разрушили, было восстание иудеев. Это восстание возглавлял именно Фарес. То есть сын Иуды, тот самый Фарес, который родился вместе с Зарой. Фарес, он обозначает наездник. То есть, как мы говорили в предыдущей нашей лекции, Динбери. То есть, тот, который восседает над религией. Тот, кто восседает над религией. Последний оплот Фареса был крепость Масад. Эту крепость римляне взяли и уничтожили сопротивление, а Фареса убили. Но он уже был второй раз уже иудеи, когда разрушили второй храм, восстановленный храм Соломона. Вот мы тут объясняем специально, Фарес это наездник, верховой. Это тот, который восседает над религией. Поскольку мы объяснили, что Иуда получил предсказание от своего учителя Христа, что он будет возвеличен как звезда, вознесен как звезда последователем сатаны, то здесь опять в нашем Фаресе появляются вот эти признаки. Фареса называли сыном звезды. Бар-Кахба, сын звезды. Учтите, вот эти факторы, они для внимательных людей, они как историческая достоверность, это как факты, как аргументы, вещественные доказательства. Сын звезды, Бар-Кахба. Но люди, которые знали его хорошо, называли его Бар-Казабы, сын лжи. Вот этот Фарес имел вот эти клички. Бар-Кахба, сын звезды, и Бар-Казаба, сын лжи. И первый и второй имели определенный смысл. Это не были пустые выражения и пустые клички. Затем вернемся опять к Иуде, где он появляется еще раз. Иуда приходит в Аравию, именно в Недж, к бедуинам. Бедуины это есть те же самые иудеи, которые переселились в Аравию после разрушения царства Иудеи. И Израиль, и Иудея, они расселились после разрушения царства. Израиль более ранее, 620-х годах, а Иудея уже 580-е годы вот это расселились. Мы в своей книге все точные даты привели. А на память помнить все эти цифры, мы как-то не часто это повторяем истории, не часто мы обращаемся к этим вещам, подзабываются все-таки вещи.
Но эти вещи мы изложили, и можно их прочесть в нашей книге. Появился он в Аравии. Давайте теперь акцентируем внимание на этом месте. В Аравии жил некий человек, который служил местному удельному князьку как судья, кади, который решает шариатские вопросы, судебные вопросы. Он сам занимался чтением этого Корана, всяких книг судебных, был знатоком. И когда он как-то спал, видел видение. В этом видении он видел такое. От его груди из его груди вышло пламя. И это пламя распространилось по всему Неджду, по всей Аравии, сжигая все, что встречалось на пути. Он был обеспокоен этим сном и созвал всех старейшин, которые могли бы растолковать ему этот сон, это видение. Но пришли люди, посудачили и пришли к тому, что у него должен родиться сын, который очистит религию. Вы помните, очистить, говорят, тут очистить, это огонь очищающий. Огонь это есть очищающий. Потому-то и сатана перед Адамом возгордился, что он из огня чистого, из огня очищающего. Сатана из огня очищающий, поэтому называется шайтан, обжигающий. И этот сон тоже был такой же, значит, в котором был элемент очищения, элемент огня. Ну, эти знатоки, толкователи снов, решили, что у него должен родиться сын, который очистит религию Мухаммада, который принес эту религию. И вот он назвал своего сына Вахабом. Своего сына он назвал Вахабом. С тем, чтобы сделать его как бы ближе к Богу, божественным. Вахаб дарующий. Вахаб дарующий. Вот этом мы должны напомнить, что иониты, Иоанн тоже дарующий. Иониты тоже имеют то же самое, дарующий. То есть те же самые ваххабисты, можно сказать. Иониты. У этого ваххаба, сына, не было таких склонностей особо заниматься учебой и заниматься религией. Ну, его отец, конечно, выучил, он стал кадием, но заниматься религией, очищать религию у него не было призвания. Это не было дано ему. А у него, у этого Вахаба родились двое. Опять родились двое. Вот этих двое, одного назвали Мухаммадом. Вот в этом Мухаммаде, если мы проследим его биографию, это «Блеск метеора», автобиографический очерк о нем есть. Да и в ваххабистской литературе он довольно четко изложен. У одного российского писателя, историка, Васильев, кажется, тоже история аравийского ваххабизма изложена, и его корни, истоки. Можно прочитать это тоже. В своей книге мы очень многие вот эти вещи, самые главные, провели, чтобы не бегать, не искать по разным источникам. Вот этот Мухаммад, он имел склонность учиться, и он имел склонность заниматься тем, что должен был заниматься ее отец, Вахаб. К 12 годам он прочел Коран. Вы знаете, в Чечне, по опыту нынешних детей, можно сделать, чтобы к 12 годам он прочитал Коран. Ну, с 6 лет, если его начать учить,
то к 12 годам, конечно, он свободно прочитает Коран. За год он выучит азбуку, за 2 года он еще слога изучит, слова изучит. Тут не важно, будет ли он понимать этот смысл Корана. Главное, что он может читать, удивлять народ. Вот так он выучил, то есть прочитал Коран к 12 годам. И прочитал он 20 книжек. Ну, Неджд, Аравия, это не надо нам объяснять, это носители арабского языка. Там иностранному языку не надо учить, это родной язык, арабский. Так он прочитал и 20 книжек, которых называют джейном. У них книги называются джейном. Вот. И к 12 годам его женили. К 12 годам он посетил Мекку, совершил хадж. Так он стал ученым мужем, скажем. И вот дальше, его еще дальше учили, посылали учиться к новым учителям, которые все больше и больше знали. То есть как достижение каких-то определенных ученых степеней. И в одном из доме у одного учителя он слышал такие слова. Учитель обратился к нему. Хочешь ты знать, видеть, что мы приготовили для этой религии, для уммы Мухаммада, пророка Мухаммада, для мусульман? Он сказал, да, хочу видеть, хочу знать. Тот завел его в комнату, где вся эта комната была обставлена литературой. Там и философы были, древние греческие и прочие переводы на арабский язык. Поскольку и в Аравии живут иудеи, евреи, то они на язык арабский перевели многую литературу, которая была на Западе. Все греческие, римские философы и прочие, всюду, где проникла нога вот этого самого еврея, все, которые собрали материал. А там есть такая софистика, скажем, отрицание такое, хитросплетения еврейские. Вот эта вся литература была подготовлена для того, чтобы уничтожить религию изнутри. Мы все можем себе такой вопрос поставить и проследить за своим мышлением. Если мы поставим перед собой вопрос, а как создал Бог этот мир? Ну, скажем, он одним словом своим имеет силу. Ну хорошо. А кто создал Бога? Вот это тупиковый вопрос. А кто создал Бога? Вот такие книги философские, поиск начала, они заводят далеко-далеко к атеизму. Очень далеко к атеизму приводят они. Вот такую литературу и приготовили евреи для ислама, для уммы Мухаммада. Вот этой литературе и обучили этого Мухаммада, то есть ваххабита, основателя ваххабизма. И после этой литературы он начал думать об очищении религии, что, мол, эту религию надо очистить. И в конце концов избавиться от Бога Всевышнего, от Аллаха. Такие мысли всегда приводят к атеизму, как мы уже сказали. Что все, что есть на земле, пришло ниоткуда, из ничего, без Творца, само по себе. Это случайность, хаос какой-то. Это нелепость, конечно. Не бывает ни случайности, ни хаоса. Не может быть, просто не может быть. Но люди, которые отклоняются через эту литературу, уже начинают думать об этих бредовых вещах.
После того, как он познакомился с этой литературой, он начал уже проповедовать очищение религии. Естественно, повод для этого тоже был. Всякие вот эти вещи возникают не на пустом месте. Муллы, как проповедники, как носители, должны бы сказать, духовной жизни, веры, религии, начали портиться, они очень скоро портящий продукт, муллы, очень скоро портящийся продукт. Достаточно ему показать рубль, и он готов уже испортиться, продаться. У них и в Аравии, и в других наших краях то же самое. Есть чему отклоняться. Муллы за взятки несут неправильный суд, то есть неправильно судят. Кто дал взятку, того и делают победителем. А бедный он всегда по интересу остается, он угнетаем. Вот такие явления, их мерзости, их блуд, все это было на виду у людей. И когда пришел человек, который заявил, что надо очистить мусульманскую религию от нечисти, от этих мул, естественно, народ с вдохновением встретил это. Да, надо очистить. Очень много скверни. Люди начали зажираться, муллы начали зажираться, помогать правителям, грабить, уничтожать народ. И с удовольствием последовали за ваххабитами. А этот Мухаммад взял себе союзники Сауда, тоже такого же бедуина, тоже, только несколько с военными склонностями. Тот был военачальником, этот был духовным вождем, лидером. Вот таким образом они совершили первую революцию, скажем. Революция — это, конечно, возвращение к исходному. Револьвер — это как вращение. Возвращение к исходному. Вот такую революцию духовную они совершили. И после этой революции люди увидели, что принесли им эти ваххабиты. То есть Мухаммад, иудей, этот еврей, бедуин, Мухаммад. Они запрещали им ходить к могиле Мухаммада, к могиле Али, Хусейна, Хасана. Более того, они заявили, что там есть золото в кладках этих мавзолеев. И таким образом заставили людей от жадности, скупости разрушить эти мавзолеи. Они на 3 года закрыли доступ к Каабе, то есть запрещено было паломничество, хадж. Видя такую нечисть, конечно, люди уже свергли вот этих революционеров. Распалось первое саудовское государство. Но его восстановили уже в 28 году 20 века. Это было второе уже. Тогда уже появились эти короли Саудовской Аравии. И вот таким образом этот наш Иуда Ичкери Искариот был уже именем Мухаммада. Мухаммад, Ахмад — это имя одного человека, пророка Мухаммада. Хвалимый, восхваляемый. Вот. И в наши дни, уже в наши времена, в 1952 году, год кота, пришел на землю опять этот же Мухаммад, это же Иуда Ичкери, уже с именем Ахмад. С именем Ахмад. И его брат, который сегодня есть, возглавляет спорт, тоже тот, который был с ним в прошлом Аравии. Но тот занимается спортом. И в первой жизни он особо не увлекался идеями брата своего по принципу еврейскому, что один должен делать революцию, а другой должен быть контрреволюционером. На случай, если
революционер проиграет, то контрреволюционер спасет брата своего. Так было и у Асламбека Шарипова и Майырбека Шарипова. Асламбек Шарипов был революционером, а Майырбек Шарипов был контрреволюционером. Это чисто еврейская тактика. Один в резерве, один противник на глазах у людей. А если кто победил, значит, второй примыкается как брат, как родной человек и продолжает то же самое дело. Вот. Теперь уже в нашей Ичкерии уже появился вот этот самый Кадыров Ахмед. Кадыр это мутный. Слово Кадыр переводится мутный. А Кадыр это урок, предписание. Кадыр. А Кадр это мутный. Туман, сизый туман. Простое такое самое. Затмение. Вот. И этот же Ахмед имеет точно такую же историю учебы, развития, как у прошлой жизни, у Мухаммада Вахаба. Точно такая же история. Вот его мы здесь покажем, историю, которая здесь повествуется его автобиографами, биографами. В 12 годам он уже был знаток большой в Коране там, и в исламе. В 17 он уже всех профессоров, академиков мог засунуть за пазуху. Ну а уже когда созрел, стал муфтием, конечно, он уже и Бога мог заместить. Так его возвеличили, такой он умный человек был. Вот. И вот то, что принес в прошлом, 17 веке Аравию, ваххабизм, тот же Кадыров Ахмед перенес в Чечню. Кадыров Ахмед получал свое направление в учебе через КГБ. КГБ его направляло учиться в Бухару, дальше там, Аравию. Там он получал развитие свое. И он же притащил сюда, в Чечню, ваххабитов. А Басаев, Шамиль и другие их просто подхватили. А Кадыров их притащил сюда. И когда вот люди, которые знали эту историю, прочитали об этой истории, говорили ему, что нельзя ваххабитов ставить во главе шариатского суда, во главе руководителями, во главе над народом, то Кадыров Ахмед публично по телевидению во всеуслышание заявлял, что это такое же течение в исламе, как суннизм. Такое же течение в исламе. Что они имеют то же право, что и сунниты. Как традиционный так называемый ислам. Никакой разницы в них нет. Это как течение, как вирт. Он ревностно, яро защищал ваххабитов. Но после того, как уже в 1997 году, кажется, в Кисловодске мы тоже книги свои привели, созвал этих муфтиев, этих духовных кагабистов Путин на совещании и сделал там предложение Кадырову стать противником ваххабизма, разделить опять народ Чечни для второй войны, после того, как мы уже разослали свое видеопослание, евреи засуетились, чтобы начать вторую войну. Вместо оговоренного в договоре Хасавюртовском 2001 года, значит, они решили разрушить этот договор, аннулировать его и начать вторую кампанию против уже конкретного лица Христа, который явный и враг. Вот. Там Путин предложил ему вот стать противником своего же чада, ваххабизма, и создать прецедент уже к противостоянию внутри Чечни второй раз. Как прежде Гантемиров, Авторханов, Дудаев, так теперь уже во главе с Кадыровым и, скажем, Басаевым.
и затем уже последователем его Садулаевым, Док Умаровым. Вот ради этого было уже разделение второй раз. Хотя и родитель этого ваххабизма, и переносчиком его в Чечню на Кавказ является в наше время, конечно, именно Кадыров Ахмед. А во времена Шамиля имам Шамиль втягивал сюда этот ваххабизм, втаскивал сюда этот ваххабизм. Но широкого распространения в то время этот ваххабизм в Чечне не получил, хотя такие отголоски остались. А в современной нашей жизни через Кадырова Ахмеда она привилась, очень сильно привилась. И Басаев уже через вражду с Кадыровым как бы стал оппонентом этого движения как бы традиционных. В этом помог ему и Хаттаб, который был завербован сюда спецслужбами России, ФСБ. Хаттаб не пришел сам от себя, его именно ФСБ сюда притащил. Вот. И таким образом создали прецедент к началу Второй войны. А для того, чтобы открыть фронт, скажем, в Чечне, поручили Басаеву Хаттабу совершить рейд в Дагестан. Первый рейд в Анды, Андийский округ, Ботлих. И второй Новолакск рейд. С тем, чтобы на плечах этих наших ваххабитов, Басаевых, привести сюда российские войска. Это как бы казус белли, то есть повод без повода, начать Вторую войну. Практически повода не было, поскольку Басаев агент КГБ, ФСБ, ГРУ, то есть их ставленник. И если ставленник КГБ, ФСБ, ГРУ совершает поход в Дагестан, то никакого повода нет начать войну с Чечней. По приказу этого же ГРУ, ФСБ этот поход совершен. Но это называется казус белли. Повод без повода. Чтобы начать что-то. Вот таким образом спровоцировали вторую чечено-израильскую войну здесь. Силами Российской Федерации. Российской Федерации. Вот так мы имели возможность познакомиться с Иудой, с Израилем, Иаковом, имамом Шамилем и Басаевым Шамилем. Об этих вещах у нас есть много что рассказать. И очень много знают и сами люди, если просто не желают просто забыть об этом. Многие из страха стараются открещиваться, отнекиваться, забыть это, чтобы не попасть под пресс или под мясорубку какого-то там мероприятия. Что сегодня происходит в Чечне? Этот вопрос должен волновать всех, кто себя считает хотя бы просто человеком. Мы не будем говорить мужественным там, мужчинами, хотя бы просто человеком. А мужественный человек, конечно, должен еще более так яростно, ревностно заниматься этими вопросами. Ну, хотя бы трус тоже что-то должен знать, чем-то должен смыслить. Сегодня в Чечне идет бурный процесс гниения, как и в России, как и во всем мире, естественно. Но Чечня это особая республика, особый народ, чеченцы. И мы должны сказать, что Чечня, она как бы вторая Иудея. Да, я не говорю так голословно, к слову, а говорю с достоверными свидетельствами. Почему Иудея вторая?
Как-то ко мне приходили такие товарищи, как Барон и Эльдар, те, которые участвовали в митингах, когда был Дудаев и Кадыров в муфтияте во власти. Помнят их. Были такие люди. Барон, главный из них Эльдар, они занимались там фиктивными браками вот, между митингующими там, и этими в Дудаевском лагере. Были у них такие процессы. Вот наши эти мулы такими вещами занимались, что расскажи народу, их по частям растащили бы, разорвали бы этих мерзавцев. Вот. Их прислал Кадыров Ахмед для разведки, для того, чтобы узнать, что мы из себя представляем. Вот. И вот, когда мы сидели, беседовали, Эльдар говорит, что, мол, Иисус должен прийти в Иудею, что сказано, что он в Иудею вернется. Я говорю, такого нет в Евангелии, в Писании. Наоборот сказано, не увидит меня сей род, пока не скажет благословен грядой. То есть тот, кто придет после Мухаммад. Иудеи не признали Мухаммада, следовательно, и вернуться прямо с самого начала в Иудею, кроме как с войной, не было такого. Но кто-то получал такую информацию из посланников Бога, имея совсем другое. В селе Шали, кстати, названо именем того сына, о котором рассказывали мы, сына Иуды, Ишкери, Искариота, именем Иуды, сына Израиля, Шали, Ир, Анан, Шали, вот это самое. Там есть кладбище, чуть выше села, которое сегодня имеет контуры, чуть выше там, где была там ферма когда-то колхозная, недалеко, там километра 2-3 максимум. Это как островок, среди поля островок, заросший такой, с деревьями, кустарником. Там и памятники еще остались. Их и все время, сколько я себя помню с детства, и до меня еще в этом селе называют кладбище Салов. Кладбище Салов. А пришли эти салы с хазарами. То есть хазары, они были те же самые иудеи. Хотя в них многие народы еще участвовали. А Хайзара, мы говорили, что у Иуда родились сыновья Зара и Фарис. Хай – это Иуда, иудей, а Зара – это по имени вот этого Зары. Почему? В Хазарах было принято, что, мол, в руководстве будут потомки Зары, а жены их, невесты, будут из колена Шали, Салов. Таким образом, у них был родовой союз, кроме родства по отцу Иуды, у них еще родовой союз был такой. Если потомки Фареса возглавляли государство, княжичали, то потомки Шали давали жен для этих лидеров своих. Таким образом сохранялся этот родово-племенный союз. Как-то наш Канта Ибрагиму в своем слове, как-то по телевидению, объяснял, что его понимание Хазарии – это Хазаария, вот красивая долина. Это неведение, это, можно сказать, невежество этого ученого мужа, который пишет книги, к несчастью его,
Может, он как художественный писатель, излагатель имеет какой-то прок, но в историческом плане он далек. Хазарии это хайзары, то есть союз иудеев из иудейского потомка Зары, хайзары. Поскольку ха, мягкое ха, присутствует в латинском языке, но не во всех языках. В русском языке ха нету, латинского ха нету, а есть ха. Вот потому хазары, вот. Где-то и краткий пропадает. Хаями исторически называют себя армяне, называют себя хаями, иудеями. Внимательный историк может это найти, ну а поверхностный историк, который там подстраивает историю под всяких прихвостней, там, называемых себя правителями, тот далекий человек от истории. Это псевдоисторики, лжецы. Они, наоборот, ведут в заблуждение народы, путают все, что есть даже. Вот эти хайзары, вот эти хазары, они были здесь, в Щелковском, их столица была где-то там на Сулаке, потом уже где-то в районе Астрахани, где дом последний его Саркель, городище было. А сам народ Салы, потомки Шали, они сегодня и в Китае есть Салы. Там и даже автономный округ, кажется, есть Салов. Вот, ушли они туда, остатки. В принципе, все орды, которые приходили на Кавказ, в Россию, они все исходили из Азии, из Монголии, из Китая. Оттуда эти евреи шли в наши края. Так пришли гунны. Гунны это хун красный. На руке Зары была нитка завязана, нитка красная, чтобы отличить, который родился вперед. Вот это, кстати, нитку уже носит как примета, историческая примета, наш фарис, то есть Рамошка Кадыров в наши времена. И он носит на рубашке впереди символ всадника, поскольку как бы он увлекается верховыми лошадями, вот этот символ он носит впереди. И, кстати, он носит символ сын звезды, бар Кахба, то есть луна и звезда. Естественно, кто-то может возразить, что это мусульманский символ. Это неправда. Это символ евреев, это символ масонов, это символ ведьмовства. Ее в разных источниках, еще до мусульманских событий жизни можно найти. Они практически использовались и в Европе, вернее. Женщины на лице рисовали полумесяц и там звездочку. Европейские женщины, католички, христианки носили вот эти символы. И помнится, вот где-то в Азиатской республике одной тоже это есть в гербу, как бы мусульманский, но это из-под тишка иудейские, еврейские вещи носятся во все народы. Вот этот символ имеет наш Рамошка Кадыров. Его признаки, это признаки фариса. Когда Иисус Христос был иудеей, основными ярыми противниками его были фарисеи. От имени этого же фариса, фарисейство. Это стало
олицетворением вот этих чрезмерно ретивых, рьяных служителей культа, религии, которые через чрезмерные усилия отбивают охоту служить в религии. Ведь люди могут себе такую вещь представить. Если что-то, какой-то груз надо перенести на какое-то расстояние, то в такой малых дозах, количествах его можно перенести. Но стоит взвалить большую ношу, непосильную человеку, то он, конечно, свалится и не понесет. На этом он оставит этот груз. Вот таким образом и религии тоже стараются отбить охоту от этой религии, чрезмерным давлением, заставляя их все больше и больше служить в религии, в мечетях, пребывать в мечетях, служить правителям, в принципе. Таким образом отбивает охоту. Вот так у нас Кадыров и этот символ себе носит. Если те фарисеи заставляли народ чрезмерно увлекаться религией, хотя Богом сказано, сделано такое предупреждение, не переусердствуйтесь, не перестарайтесь слишком, не несите ношу больше, чем вы можете. Ведь не зря же пророк Мухаммад, когда получал намаз, ему Моисей, Муса советовал, чтобы попросил Бога уменьшить количество намазов. От 50 до 5 сторговал Мухаммад с Богом своим, Аллахом. Ну, а Муса, Моисей говорил, что еще 5 тоже много будет. Тогда Мухаммад сказал, а кто 5 не совершит, тот уже не будет в моей уме. То есть остановил на этом торг с Богом своим. А эти товарищи стараются нам навязать больше, чтобы люди не смогли нести эту религию, участвовать в религии. Вот эти фарисеи, и сейчас вот в Чечне тоже занимаются тем же, чем занимались иудеи. Фарисействуют, чрезмерно умничают, стараются показать себя умниками. Вот наш фарис, Ромашка Кадыров, мы ежедневно в телевизионных передачах можем видеть это не скрывается, он наоборот даже гордится своим превосходством над мулами, над Богом, над всем, что есть на земле. Он даже учитель над всеми, во всех вопросах. И в религии он учит мул, которые в Саудовской Аравии, там, Египте, Сирии, везде учились, как бы вот, получили знания, получили ученые степени. Они перед Ромашкой это какие-то мушки какие-то, дурочки. А он их учит большим таким умным вещам. Вот такой он фарисей. Вот это фарисейство присутствует сегодня в Чечне. Бог никогда не посылает своего посланника один. Он привязывает к нему рядом еще сатану, то есть служители сатаны. Это всегда бывает. Если в первом пришествии Иудею Христос имел Иуду, Искариот, привязанным как противника, как злоупотребителя в религии, в доверии, в вере, то в Чечне, в первом пришествии в Чечне под именем Кунты был имам Шамил, были вот эти муллы, которые Абдул-Кадир называются, это предок нынешних Кадыровых. Я в своей книге взял у Сигаури вот этот документ, который Сигаури нашел в архиве, кажется, в Ростовском архиве, в которой было сказано, что если бы чеченцы знали, кто такой Абдул-Кадир, но они никогда не подумают, что такой важный для них авторитетный человек является нашим стукачом, нашим работником. Абдул-Кадир был стукач царской охранки на Кавказе, в Чечне. Вот поэтому Кадырову как раз-то и отбросили первый Абдул-Кадир. Абдул.
Абдул. То есть это переводится как раб, абд, раб, служитель. Вот эту первую часть они отбросили, а вторую часть якобы взяли фамилию Кадыровой. А надо было им назвать себя Абдул-Кадыровыми, назвать себя фамилией. Но они евреи, поэтому отбросили. То, что скомпрометировало, они первую часть отбросили, а вторую часть оставили. Так. И в этом можно поспорить. Нет, мы не Абдул-Кадырова, мы Кадырова, проще. Об этом как раз засвидетельствовал наш Кадыров Хош Ахмед, любитель, знаток религии. А мы в своей книге изложили вот этот самый факт, из книги Сигаури взяли мы этот документ. Спасибо ему большое, очень хороший исследователь Сигаури, я его уважаю за его откровенность, за прямоту. В отличие от многих наших чеченских историков, он не ломается, он несколько прямо излагает вещи. Молодец. Вот этот наш Абдул-Кадыр был стукачом. И потом наши историки, вот эти Каримовы, чтобы подмыть зад Кадыровых, вознести их, нам поют песни, что, мол, Ильяс был в ссылке с Кунтой, с его братом Маусаром, что он там у Стюжни умер, что его похоронили и Кунта, и Маусар. Это тоже неправда. Почему? Потому что Маусар еще по пути освободил Кунту. Он сбежал из-под охраны и переселился в Турцию. Он не дошел до Устюжны и не мог похоронить там вот этого Ильяса, предка Кадыровых. Это факт бесспорный. Таким образом, под сомнение можно поставить и весь этот рассказ. А то, что Кадыровы стукачи отродясь, как Иуда Ичкерий, это бесспорная вещь. Они стукачи, они служители сатаны. Во все времена. Такова их цель, предназначение, на то они живут так себе благостно, богато. Вот теперь, когда вот здесь, в Чечне, Кадыров Ахмед пришел, как раз ту Фомарь он получил в жены, то есть Аймани. Поскольку сам Иуда тогда сказал, она правее меня, она Аймани. Вот эта Аймани стала как раз женой нынешней, мать чеченцев, так называемая. Есть та самая Фомарь, ее душа в этом теле. Но Бог, он очень такой, скажем, как он сам говорит, хитрый, обманывает, что ли, обманщиков. Он под свой же обман обманщиков подводит. То есть заставляет их упасть в свою же яму. Он мудрый Бог. Хотя вот такие выражения проскакивают, что, мол, хитрее их, он мудрый Бог. Он справедливый, очень прочен в своих делах, в своей последовательности. Хвала ему во все времена. Вот он привязал то, что было в прошлом, к нашему времени, поскольку это уже конец времен, когда люди должны уже окончательно определиться, кто есть кто на каких позициях, кто на какой стороне. И вот эта Аймани, поскольку она в прошлом была матерью Зары и Фариса, она стала уже опять женой того же Иуды Ахмеда Кадырова, чтобы родить опять тех же мальчиков.
Зару и вот этого Фариса. Зара это Зелимхан был наркоман, который умер, и с чьим именем называются все святые места в республике, тоже, в том числе и школа Хафизов. То есть, поскольку Зелимхан был наркоманом, значит, это школа наркоманов. Вещи надо называть своими именами. И что тот Зулумхан убил невинного человека возле трампарка в Грозном на заправке. Эта история, наверное, не всеми забыта. Вот ведь он ни с чего взял и застрелил парня там, убил. За то, что тот заправлял, а этот, понимаете ли, сын такого Кадырова, муфтия, то есть это члена муфтията, такого уважаемого КГБшника, полковника, значит, имеет право во всем поступать как ему угодно. Вот на этом споре он застрелил человека, потом бежал куда-то, кажется, в Турцию, потом всех подхалимов КГБ, ФСБ, там, стукачей собрал Кадыров, там, какое-то примирение сделал. Ну, факт, что он безвинного человека убил. Не был таким хорошим человеком, чтобы его именем называть и школу Хафизов, тем более, и аквапарки, ну, может, там бордели или там пивную, алкогольную, такую закусочную, можно было бы его именем назвать. Поскольку притом наркоманов можно было назвать, конечно. Ну, у нас все наоборот. Все мерзавцы, они становятся святыми, а все святые становятся мерзавцами. Как у Бесси Смит сказано. Вот. И таким образом наш Иуда Ичкерий, Искариот, Ахмед, в прошлом Мухаммад Аль-Вахаб, женился на той, с которой он совершил акт, и от которого родились Фарис и Зара. Это опять наш удел, можно сказать. Это наша жизнь, это наше определение, это наша борьба. Этой жизни, этой Чечне, и в России, и в мире собрались те, которые уже были занимались определенными делами. Ведь не зря сказано, что будет суд над детьми сатаны, с которого взыщется кровь от Авеля и до последнего посланника, побитого камнями иудеями. От Авеля, убитого Каином, и до последнего посланника, убитого камнями иудеями, которых забросали евреи. С безвинных, конечно, не взыскивается кровь, а взыскивается как раз с виновных. Для того Бог из всех собрал это время, наше время, в конце времен, последнее время. Теперь мы знаем, что и Израиль, и Иаков был имамом Шемелем, Басаем Шемелем, хотя у него уже, будучи Басаем Шемелем, был Салман, отец по плоти, но он тоже из той же плеяды иудейской, близкой кровью, из потомков своего Израиля. Мы не будем сейчас лезть в эти дебри, поскольку они не такие уж яркие исторические личности. И Бог нам этого пока еще не открывал, нет надобности, значит. А вот то, что Дан, это Путин. Это нам нужно сказать. Дан – это Путин. Он был братом Иуды, сыном Израиля, Иакова. Вот такие парадоксальные вещи в нашей жизни, нынешней жизни. В Святом Писании сказано, что у Иоанна Богослова, в частности, сказано, что видел зверя, выходящего из земли,
И на лбу у него наподобие рогов агнца, ягненка, маленького ягненка, агнца, зверя. Видел зверя. И огонь он низвергал с небес. Такое предсказание есть у Иоанна Богослова. А у Путина есть как раз вот эти приметные типа рогов, обозначения, выраженные контуры на лбу, типа рогов, как и было в предсказании Иоанна Богослова. И видел он, что из земли выходит, то есть рождается человек, мы все выходим в переносном смысле из земли. Если нас мать рожает, кормит, а она питается от земли. Пища от земли. Все, что мы едим от земли, от тука земли. Поэтому мы исходим от земли. Это в переносном смысле, можно сказать. И возвращаемся в эту же землю, поскольку взяты от этой земли. Адам – это красная глина. Перевод слова Адам переводится как глина, взятая от земли. Ведь Бог взял от земли и сотворил прах Адама, то есть плоть Адама, и вдунул в него душу. И он должен вернуться в землю. То есть все потомство Адама возвращается в землю, откуда взято. И вот в предсказании видел зверя, который выходил из земли. Это рождение человека на этой земле. Не с небес он должен снисходить, а с земли. То есть родиться на этой земле. Вот этот Дан, он и есть Путин. О Дане мы читали здесь в своей лекции, что о нем сказано, предсказано, что он будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник упадет назад. То есть он есть антихрист. Тот, кто против религии, тот, кто против Бога. Да, антихрист, он, как мы сказали, из двух слов. Приставка анти против второго слова, составного слова, Христа, антихрист, противник Христа. Так и Кадыров. Если бы они не лицемерили, то есть Путин, я имею в виду, если бы они не лицемерили, то их бы, конечно, трудно было бы назвать и даджалом, и антихристом. Если бы они сказали, что они не верят в Бога, не верят в Христа, не верят в Кунту, не верят в Махди, ну, можно ли их назвать анти, то есть даджалом, антихристом? Нет. Они были бы неверующими, неблагодарными, кафиры. А в данном случае они преподносят себе не просто так верующими, а очень верующими. Даже вот Кадырова, Ромошку недавно назвали Хатамуль Корана, то есть печать Корана. Тот, кто завершил Коран, тот, кто закрыл Коран, тот, кто запечатал Коран. Печать Корана. Ну, это же ни в какие рамки, ни в какие стенки не лезет. Но, однако, сказано, что именно вот таким образом будет возноситься Даджал, антихрист. Тут уже нам это должно быть понятно и ясно, ничего удивительного в этом нету. А если бы мы этого не знали, если бы такого не было, то это, в общем, страшные вещи. Это совсем страшные вещи. Хатимуль Корана. Вот все, что можно кратко рассказать об нынешней жизни, нынешней нашей истории и нынешнем раскладе жизни. Чему я все это рассказываю, чему я это все здесь излагаю? Я не с тем излагаю, что это все примут. Нет, этого не примет, многие не примут.
Это определенно. Ибо Бог сказал, кому запечатано сердце, тот не примет ничего. Кому Он запечатал уши, тот не услышит ничего. Кому Он закрыл глаза, тот не увидит ничего. То, что Бог запечатал, закрыл, мы не имеем ни желания, ни права раскрывать там. Но Бог сказал, независимо от этого, ты изложи, ты им расскажи, доведи до них, что потом, когда будет суд, большой суд, они не перекладывали бы эту свою вину на безвинных. То есть на тебя, посланника, и на меня, Бога Всевышнего, который сотворил всех. Ведь человек, он такой, что может оправдание свое сделать навет на кого угодно, переложить свои грехи, даже на Бога. Когда будет суд, когда он увидит, к чему он пришел, тогда он будет стараться выкручиваться в этом. А к тому времени мы сегодня из своей жизни знаем, Бог нам открыл многое к концу времен. То, что не открыл за 11 тысяч лет жизни Адама на этой земле, Он открыл к концу этих времен, этих дней наших, годов. В частности, мы имеем диск, вот такой, болванка, вот такая болванка, пластмасса. Ну что она о себе? Скажи об этом лет 10-20 назад, даже самым умным академикам, что на этом носителе можно услышать голос, увидеть изображение, действие, что, мол, здесь фильм будет записан, что здесь можно любой материал зафиксировать. Ну, нас бы назвали просто дураками. И никто бы, конечно, не поверил в это. Когда посланники Бога говорили, что стены будут говорить, ну, их называли сумасшедшими. Как это могут стены говорить? А вот когда повесили радио на стены, когда провели провода, когда начали эти радио озвучивать голоса, передавать сообщения, только тогда приняли за веру эту. Только тогда увидели святость и проницательность посланников, которых посвятил свои секреты Бог. И сегодня тоже, если мы скажем, что даже воздух имеет микрочастицы, атомы, которые несут информацию от нас сегодня, сейчас, то, что мы говорим, то, что мы себя представляем, и наша материя, плоть наша тоже составляет те же самые кирпичики. И вообще весь мир это из однообразного кирпичика, только сложенного в разных фигурах, которые как бы потом уже как бы превращаются в атомы разных элементов. А состоят они из однородного кирпичика. Они просто сформированы в разных формах атома, как кладка в стене бывает, с рисунками. Так Бог их создал эти структуры микрочастиц, микроорганизмов, то есть микро. Так все это творение Бога несет информацию в себе. И когда мы предстанем перед Богом в судный день, у нас будет вот эта книга в руке каждого. Кто в правую руку получит праведник, кто в левую руку получит неправедник. Таким образом, они уже будут знать, к чему они пришли и с чем пришли. И вот эта книга наша, видео, аудиокнига, не даст нам соврать. Они будут свидетельствовать против нас в делах наших, или за нас в наших благих делах. Они будут нашими свидетелями, свидетельствами. И таким образом мы не сможем оправдываться или очищать себя. Вот с тем, чтобы потом, там же будет и фиксированы наши с вами отношения к этой жизни, к этой вере, к Богу. И когда мы сегодня, сейчас говорим об этих вещах, просвещаем некоторые вещи, которые неведомы, то мы
понимаем, мы знаем, что многие будут отворачивать морды от нашего высказывания, называть кем угодно, дураками, сумасшедшими, кем угодно. Ведь всех посланников только так и называли. Это потом, через многие времена, потомки разоблачали своих родителей в невежестве, дурачестве, глупости, не принимая посланников Бога. А каждый, кто сегодня на земле, считает себя умным, хотя он ничем не отличается от своих предшественников, поскольку они являются те же самые предшественники в прошлом. Вот для того, чтобы нас не обвинили, мы и рассказываем. Для того, чтобы не было лишней крови, мы посвящаем, чтобы кто хочет служить Богу на пути истины, мог себе определить дорогу. И нам не важно, будет ли это 1 человек, будет ли это 10 человек, будет ли это там 100 тысяч человек, 1 000 000 человек. Бог знает, скольких Он определил для праведного пути. И я клянусь, я не враг, не противник своему Богу. Я принимаю то, что Он дал, и согласен с тем, что Он даст. Я раб Его, я Его служитель, я Его покорный последователь на Его пути. Но Бог сказал, если ты, увидев, кто рядом с тобой, живет неправедно, идет неправедным путем, не объяснишь ему, не поправишь его, то он убьет, заберет этого неправедного человека, а кровь его возложу на твои руки. Ты будешь убийцей этого человека. Будешь ответственным за него, хотя и тот сам не будет оправдан в своих делах. И он будет отвечать за свои дела, за свои поступки, за свои грехи. И я, который рядом с ним, и молчу, видя его дела, буду виновен наравне с ним. А мне это не надо. И никому бы это не должно быть угодно. И Бог сказал, если даже посланник свой будет не на праведном пути, переступит где-то его закон, его запрет, чтобы другой посланник поправил его, объяснил ему, в чем он не прав, в чем он нехорошо поступает. И если он не сделает этого, не поправит этого посланника, то тогда он, значит, заберет его душу, убьет его, и кровь возложит на этого же посланника. То есть опять будет виноват тот, который не предупреждал того, кто ошибся, споткнулся, пошел неправильным путем. Вот поэтому мы должны всегда говорить то, что есть. И не надо тут лицемерить, не надо тут бояться Кадыровых, Путинов, там, каких-то мулешек, каких-то там родственников, каких-то там высокорослых людей, всяких-то там божьих врагов. Не надо бояться. Если они убьют, то убьют только плоть твою, но не душу. Душу же может убить только Бог сам, Творец Вселенной. Если Богу угодно, и плоти они твои не повредят. Если ты будешь на пути Бога и делать то, что Он тебе велит, если будешь стараться быть праведным в Его глазах, Он тебя защитит. И, кстати, Бог предупреждает нас, людей, если кому-то Он увеличивает искушение, испытание, то Он продлевает ему срок жизни, годов. Для искушения, для испытания, чтобы он собрал определенное количество своих грехов. И также бывает иногда, в редких случаях, праведникам тоже продлевает срок для каких-то дел, чтобы он там побольше сделал праведного дела. А кому он сокращает срок жизни на этой земле, то это благость для человека от Бога. Это милость от Бога. То есть он ограничил ему искушение на этой земле. Грехопадение на этой земле. Это спасение для души. И мы должны принять это как благость.
человек как бы проклятие говорит, да продлятся твои дни. Это в буквальном смысле проклятие для человека, чтобы продлилось его искушение, испытание на земле. Если даже он будет жить в богатстве, в роскоши, это опять-таки проклятие для человека. Чем больше он будет роскошествовать, чем больше будет жить в богатстве, тем больше он в грехопадении, тем больше ему будет наказание в судном миру ином, судный день. Это наказание. А люди принимают это за благо. Вот он имеет богатство, да еще ему сулят, там, желают долгой жизни. Это только дураки, глупцы так могут думать. Умные люди считают побыстрее уйти из этой жизни и встретиться со своим Богом с чистой совестью, чтобы к судному дню быть чистыми. Да простит нам малые грехи и большие грехи Бог Всевышний, но Он предупреждает, не совершайте больших грехов, а малых я вам прошу. Хотя это не является индульгенцией для совершения грехов. Наоборот, надо остерегаться и малых, и больших грехов. Но Бог сказал, остерегайтесь больших грехов, а уж малых я вам прошу. Но не надо принимать это за индульгенцию, что Бог простит. Нет, если человек будет думать так и совершать скверные поступки, то Бог не простит, и малого не простит. В другом случае Он сказал, и малые в размере просяного зернышка не простит Он скверного, и не забудет Он доброго. Все будет взвешено в судный день. Вот такое изложение у нас этой части. Теперь у нас будет другая часть по другим темам. То есть общая тема одна у нас, но другая часть изложения будет. Другие детали вопроса. На этом эту часть мы закончим.